إن الدين عند الله الإسلام. Воистину, хвала Аллаху! Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении. Мы призываем к Аллаху от зла наших душ и дурных деяний. Тот, кого Аллах поведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение, а кого Он сбил, того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет истинного божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах и приветствует его семью, сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ним вплоть до судного дня. Бойтесь Всевышнего Аллаха и повинуйтесь, возвеличивайте Его и подчиняйтесь Ему. Аллах сказал: «О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами». Рабы Аллаха, в атмосфере спокойного дома и сплоченного семейства взрастают благие качества, укрепляются благородные традиции, формируются мужчины, которым можно доверять величайшие аманаты, и воспитываются женщины, которые смогут заботиться о самых достойных семьях. Неудивительно, что ислам так заботится о положении семьи и обязывает ее расти и развиваться, давая рекомендации, способствующие тому, чтобы жизнь семьи сопровождалась благом и милостью. В книге Всевышнего Аллаха и в сунне Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, содержатся приказы, обращенные ко всем членам семьи, отцу, матери, близким и дальним родственникам. Эти приказы направляют семью к созидательному построению и счастью, ведь одна только забота о сохранности семьи является путем к безопасности всей общины. И нельзя ожидать, что общество, в котором износились семейные связи и ослабли узы, будет благочестивым. Священный Коран упомянул о величии милости, содержащейся в связях этой ячейки большого общества. Всевышний Аллах сказал: «Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха?» Поистине, супруги и их семейные отношения, родители и их сыновья и дочери, взрастающие под их опекой, представляют не только самих себя, но и будущее нашей уммы и ее настоящее. Поэтому, когда шайтану удается разорвать семейные узы, разрушается не только одна семья, и совершается не только определенное зло. Это событие погружает всю умму в долгосрочное и долгодействующее зло. Взгляни на этот хадис, чтобы узнать, что раскол семьи – это радость для шайтана. От Джабира, ради Аллаху анху, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, Иблис установил свой трон над водой, а затем стал посылать свое войско. И самый приближенный из его войска к нему, сеющий наибольшую смуту. Приходит кто-то из них и говорит: я сделал то-то и то-то. И Иблис отвечает: ты ничего не сделал. Затем приходит другой и говорит: я не оставил его до тех пор, пока не разлучил его с его женой. Тогда Иблис приближает его к себе и говорит: ты наилучший, и обнимает его. Хадис привел Муслим. О мусульмане! Покой и мир в домах – это милость, которые могут оценить только беженцы, не имеющие домов, жилья и спокойствия. И упоминание о жилищах затрагивает чувства, забывающие ценность этой милости Аллаха. Вот взгляд ислама на дом и семью. Аллах сказал: Аллах сделал для вас дома жилищами. Ислам хочет, чтобы дом был местом сердечного спокойствия, где ощущается безопасность. Ислам желает, чтобы душа человека успокаивалась и отдыхала в доме. Будь это успокоение по причине материального достатка места жительства или отдыха и спокойствия тех, кто в нем живет, и дом – это не место для споров, раздоров и препирательств.
Напротив, это место для сна, спокойствия, безопасности, уверенности и мира. Таким образом, чтобы защитить безопасность дома, мир и спокойствие, ислам гарантирует ему неприкосновенность. Никто не может войти в него, не спросив разрешения, и никто не может напасть на него, не имея на это права. Никто не может заглядывать в него по какой-то причине, шпионить за людьми, живущими в доме, когда они не видят или отсутствуют, и портить их безопасность и покой, который должен быть в домах согласно учению ислама. Рабы Аллаха. Семья – это естественное прибежище для обоих полов и единственное чистое место пребывания для их отношений. Потребность тела – природный фактор, который помогает созданию семьи. Что касается возвышенной благородной основы семьи, то это обещание и дружба, строящаяся на любви, дружелюбии и взаимном согласии. На эту основу указал Священный Коран, когда упомянул историю создания. Аллах сказал: «Он тот, кто сотворил вас из одного человека. Он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой». Этот покой означает стабильность и уверенность человека в том, что он находится с человеком, с которым отдыхает душой, успокаивается на его плече, когда волнуется, и видит его улыбку, когда пребывает в трудном положении. Представление брака в виде исключительно телесной связи – это падение мышления и чувств. На самом деле, понятие брака более возвышенно. Прочувствуйте вместе со мной слова Всевышнего Аллаха. Среди его знамений то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Воистину, людей занимает эта связь между мужчиной и женщиной, и как же мало они размышляют о милости Аллаха. Создал для них супругов из них самих и заключил в их души чувства и эмоции. Сделал брачную связь покоем для души, отдыхом для тела и сердца, стабильностью для жизни, радостью для души и сердец и миром для обоих, мужчины и женщины. Чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей, размышляющих. Размышляющие люди постигают мудрость Всевышнего Создателя, который создал оба пола таким образом, что один подходит для другого, удовлетворяет его природные потребности и находит у него спокойствие, уверенность и стабильность. Когда они собираются вместе, то обретают покой, удовлетворенность, любовь и милосердие, чтобы вместе дойти к величайшей цели, помогая друг другу в повиновении Аллаху, достичь рая. Однако построение семьи на этой духовной истине нуждается в большом просвещении и воспитании. Или, как лучше будет сказать, это нуждается в нравственности и религиозности. Связи между супругами имеют глубокие корни и далекие пределы. Они подобны связи человека со своей собственной душой. Поэтому ислам заботится о сохранении этих связей и отношений, о возвышении их сущности и сохранении их внешних и внутренних проявлений. Аллах сказал: «Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них». От Абу Саида аль-Худри, ради Аллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Воистину, одно из самых худших мест перед Аллахом в судный день займет человек, который открылся своей жене, и она открылась ему, а затем он распространил ее секрет». Хадис привел Муслим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «Все, чем увлекается мужчина-мусульманин, бесполезно, кроме стрельбы из лука, тренировки его лошади и игры со своей семьей. И эти вещи истины». Хадис привели от Тирмизи и Ибн Маджа. Посмотрите, как эта человеческая личная связь между супругами относится к истинным вещам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «Этот мир – предмет наслаждения, и лучшее, что есть в нем, благочестивая жена». Хадис привел Муслим. Этими словами мусульманину дают понять, что самый лучший человек, который может сопровождать его в жизни, лучший, кому он может обратиться за помощью в своих обязанностях, это добрая, дружелюбная, праведная и нравственная жена. Пророк, алейхиссаляту вассалям, описал такую жену, сказав: «Та, которая радует мужа, если он посмотрит на нее, она повинуется его велениям и не противоречит ему ни в себе, ни в своем имуществе». Хадис привел от Тирмизи.
Воистину, такая жена будет поддержкой и опорой счастливого дома и главной его основой. Узы этой семьи возвышены и долгосрочны. И когда этот мир завершится, и его жители покинут его по отдельности и группами, они воссоединятся вновь в загробной жизни. Аллах сказал: «Сады Эдема, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками». При воссоединении менее праведные дети присоединятся к своим усердным, старательным родителям. Аллах сказал: «Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умалим их деяний». О мусульмане! Для воспитания детей нет более чистой и полезной атмосферы, чем семья. Под сенью постоянно находящейся рядом матери и трудящегося работящего отца, дающих одни из самых глубоких и крепких человеческих чувств, растут их дети, раскрываются их бутоны, укрепляется стан, и от них можно будет ожидать плодов. Поэтому защита семьи – одна из самых больших обязанностей, расчистка дороги перед ней – одна из лучших жертв. В большинстве случаев общества страдают из-за плохих людей, выросших именно в неблагополучной или неполной семье, или вообще без семьи. Рабы Аллаха, ислам пришел с руководством, как нужно правильно строить семью с самого начала. Аллах повелел жениться, призвал к этому и сделал женитьбу сунной посланников и путем праведников. Он повелел выдавать замуж дочерей и женить сыновей, помогать тем, кто не может жениться, призвал к облегчению пути к браку и запретил все, что препятствует ему или омрачает. При выборе жены ислам рекомендовал то, в чем содержится общее благо и выгода, нрав и религиозность. Есть также свобода выбора, и необходимо спрашивать согласие жениха и невесты до заключения между ними брака. Ни мужчину нельзя заставить жениться на том, кого он не любит, ни девушку нельзя заставлять согласиться выйти замуж за того, кто ей ненавистен. Ислам утвердил принципы и учения, определяющие права мужчины над женщиной и права женщины над мужчиной. Вот основное правило, которое сказал Аллах. Обходитесь с ними благопристойно. Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению. Эти принципы способствуют благочестию, богобоязненности, любви и взаимной помощи внутри семьи. В них содержатся гарантии, поддерживающие супружескую жизнь и ее стабильность, чтобы семья была счастлива и достойно вырастила своих детей, которые бы оказались полностью психически здоровы, что сделает их лучше и счастливее. И на каждого из супругов возложены соответствующие обязанности. ما يجعلهم أصلح بالا وأسعد حالا وجعلت على كل واحد من الزوجين تكاليف تناسبه ومسؤوليات توائمه. От Ибн Умара, ради Аллаху анхума, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Каждый из вас пастух, и каждый из вас будет спрошен за свою паству. Амир – правитель для людей, как пастух, и он будет спрошен за свою паству. Мужчина – пастух для своей семьи, и он будет спрошен за них. Женщина – пастушка в доме своего мужа и его детей, и она будет спрошена за них. И раб – пастух над имуществом своего господина, и он будет спрошен за него. Все вы пастухи, и все вы ответственны за свою паству». Хадис привели Аль-Бухари и Муслим, и это риваят Муслима. От Абу Хурейры, ради Аллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если женщина будет выполнять свои 5 намазов, будет целомудренной и будет повиноваться своему мужу, то войдет в любую из дверей рая, в которую пожелает». Хадис передал имам Ахмад в своем Муснаде и Ибн Хиббан в Сахихе. Благой нрав в семье – один из признаков веры. От Айши, ради Аллаху анха, передается, что она сказала, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Воистину, самый совершенный в своей вере тот, кто обладает лучшим нравом и наиболее добр к своей семье». Хадис привели от Тирмиди. Пророк, алейхиссаляту вассалям, также сказал: «Лучший из вас тот, кто лучше относится к своей семье, и я лучше всех вас отношусь к своей семье». Хадис привели от Тирмизи Ибн Маджа с достоверным иснадом. Хаким бин Муавия аль-Хушейри передал от своего отца, что тот сказал: «Я спросил: о посланник Аллаха, каково право жены на одного из нас?» Он ответил: «Если ты ешь, то должен кормить ее. Если ты одеваешься, то должен одевать и ее. И не бей ее по лицу и не говори: да безобразится твое лицо, и не отлучай ее, кроме как в своем доме, не выгоняй ее из дома». Хадис привел Абу Дауд. О мусульмане! Знание каждого из супругов своих прав и обязанностей, выполнение их, уважение другой стороны и несение ответственности – ключ к взаимопониманию и довольству, и причина стабильности и успеха. Мужчина по шариату Аллаха является хозяином дома и опекуном семьи.
Такое звание наложено на него не в качестве почести, и смысл главенства мужчины в том, чтобы семья жила согласно господствующему режиму, а не мимолетным желаниям. Было бы глупо, если какая-то фирма не имела ответственных председателей. Предоставление образц правления дома женщине означает неправильное распределение дел или перекладывание тяжести и ответственности на плечи слабого. Мужчина более своей жены достоин заниматься управлением дома и возглавлять семью. Все то, что создал в нем Аллах, выносливость, твердость, способность зарабатывать и защищаться от превратности жизни, делает его более достойным и предпочтительным на роль главы семьи и попечителя. Аллах сказал: мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что они расходуют из своего имущества. Попечительство – это не самовластие, произвол, несправедливость или высокомерие. Напротив, это защита, охрана, соблюдение интересов и несение ответственности. Призыв к изменению ролей в семье под предлогом равенства и свободы – это переворачивание фитры с ног на голову и противоречие человеческой природе. Рабы Аллаха. Расходы на семью – то, с чем постоянно сталкиваются супруги. И это одна из самых тяжелых вещей, которые должен делать мужчина. Потому что именно он несет на себе груз содержания семьи. Часто различие мнений супругов относительно расходов может оставлять неприятный отпечаток и след в душе мужа и семьи. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил, что содержание для дома необходимо, и что необходимые расходы на дом, из-за которых семья становится счастливее, это не потерянные деньги, а остающиеся в сохранности садака. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: динар, который ты потратил на пути Аллаха, и динар, который ты потратил на освобождение раба, и динар, который ты потратил на бедного, и динар, который ты потратил на семью, из всего этого более высокая награда будет за тот динар, который ты потратил на свою семью. Хадис привел Муслим. Эти слова следует обдумать. Среди людей есть такие, которые упускают интересы своей семьи, неправильно их оценивают или не удовлетворяют потребности семьи. Среди женщин есть те, кто слишком утомляет своего мужа, ведя непрекращающиеся споры по поводу расходов и потребностей. В доме пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и это самый благородный дом, происходили споры и прения на этот счет. И по исламу нежелательно, чтобы вещи, связанные с расходами и содержанием, становились причиной проблем всей семьи и угрозой ее будущего. Всевышний Аллах говорит: пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку, а тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение. Этот божественный приказ пришел после совокупности приказов, в которых говорилось о благонравии и приверженности богобоязненности. Эти приказы шли в контексте упоминания о спорах, которые происходят в семьях, и о том, что семейные узы могут порваться. После того, как Всевышний Аллах сказал: когда для них наступит установленный срок, оставьте их у себя по-хорошему, или же отпустите по-хорошему. Призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха. Он продолжил следующими словами: таково увещевание для тех, кто верует в Аллаха и в последний день. Тому, кто боится Аллаха, он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Аллах доводит до конца свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи. Потом Аллах сказал: тому, кто боится Аллаха, он облегчает дела. Тому, кто боится Аллаха, он простит злодеяния и увеличит награду. Таким образом, опора семейного счастья – это богобоязненность. Богобоязненность и еще раз богобоязненность. Это также разъяснит тебе тайну того, почему сура под названием «Женщины» началась с призыва к богобоязненности. Да сделает Аллах великий Коран благословенным для меня и для вас, и да принесет нам пользу в нем знамениях и благородных назиданиях. Я заканчиваю эту проповедь и прошу прощения у великого Аллаха для себя и для вас.
Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, властелину дня воздаяния. Я свидетельствую, что нет истинного божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, царя, явной истины, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах и приветствует его семью и всех сподвижников. Да будет вам известно, что не всегда внутри семьи дует прохладный легкий ветерок. Человеческая природа противится этому. Небо омрачится, начнутся грозы, и ожидание полного покоя – это иллюзия. Бесполезно ждать в этом мире чистого, беспрерывного наслаждения. Человек мало живет в стабильном положении, довольстве, без порицания и разумно будет приучить себя к некоторым стеснениям. Так как мужчина с точки зрения ислама хозяин дома, держащий бразды его правления в своих руках, то от него требуется проявлять терпение в том, что он иногда может не любить. Да, ему нужно усвоить некоторые манеры поведения. Затруднительно найти идеал в своем доме, и вряд ли его жена оправдает все его надежды. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Обращайтесь с женщинами хорошо. Воистину, женщина создана из ребра, и самая кривая часть ребра – верхняя. Если ты будешь распрямлять его, то сломаешь, а если оставишь, оно так и будет кривым. И обращайтесь с женщинами хорошо». Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. В риваяте Муслима говорится: «Воистину, женщина создана из ребра. Она не будет ровной. И если ты воспользуешься ей, то воспользуешься в состоянии ее кривизны. А если ты будешь распрямлять ее, то сломаешь. И ее слом – это развод. И это то, что не любит ислам». К порокам относится принижение достоинства мужа и малая благодарность ему, либо забывание мужем достоинства жены и ее жертв. Женщина, которая строит свое поведение на неблагодарности к своему мужу и его милостям по отношению к ней, открывает себе дорогу к огню. И забывание о добрых делах распространено среди людей, как мужчин, так и женщин. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, считал неблагодарность причиной заслуженного наказания Аллаха. От Ибн Аббаса, ради Аллаху анхума, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мне был показан ад, и увидел, что большинство из его обитателей – женщины, проявлявшие неблагодарность. Его спросили, они не веровали в Аллаха? Он ответил: они проявляли неблагодарность по отношению к своим мужьям и не благодарили за благодеяния, которые им оказывали. Если ты долго будешь делать добро какой-нибудь из таких женщин, а потом она увидит от тебя нечто такое, что ей не понравится, то обязательно скажет: я никогда не видела от тебя ничего хорошего». Хадис привел Аль-Бухари. Мужу не следует давать волю чувствам затруднения и думать только о плохой стороне своей жены. Он должен вспомнить другие хорошие ее стороны и то, что ему нравится в ее жизни и поведении. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт ее характера, то он останется доволен другой». Хадис привел Муслим. Если же им завладеет чувство пессимизма, и он решит, что ненавидит жену, то пусть он знает, что эти чувства часто бывают ошибочными, и что человек может делать упущения в причинах для своего блага и источников пользы. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра». Упущение одного из супругов не является оправданием для другого в том, чтобы также допускать упущения в правах своего супруга или встречать его со злом и непослушанием. Оба супруга должны следовать возвышенным целям семейной жизни, целомудрию, покою, взаимопомощи, благочестию, богобоязности и воспитанию благочестивой молодежи, не обращая внимания на неприятности. Аллах сказал: «Не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу». Воистину, эти понятия и цели более достойны внимания, чем занятия людьми тем, что разрушает семьи и общество, а не строит их. Искренним людям, исправителям, писателям и журналистам нужно как можно больше внимания уделять благочестию семей, их стабильности и устойчивости. И у Аллаха просим сохранить мусульманам их религию, безопасность, исправить их положение и осчастливить. И вознесите приветствия и молитвы на лучшего из созданий и чистейшего из людей, Мухаммада бин Абдуллаха, Аль-Хашими Аль-Кураши. О Аллах, благослови и приветствуй своего раба и посланника Мухаммада, его чистую и благую семью и благословенных сподвижников. О Аллах, будь доволен имамами, ведомыми по прямому пути, халифами Абу Бакром, Умаром, Усманом, Али, остальными сподвижниками твоего пророка и теми, кто последовал по их пути и сунни. О Господь миров!
О Аллах, даруй нам безопасность в наших странах, исправь наших имамов и правителей, поддержи истинное нашего имама и правителя. О Аллах, направь служителя двух святынь к Твоему прямому пути, сделай так, чтобы его дела совершались в Твоем довольстве и создай для него благочестивое окружение. О Аллах, защити нас от дороговизны, от эпидемий, от ростовщичества, прелюбодеяния, землетрясения, от бед и явных и скрытых смут. اللهم وفق النائب الثاني لما فيه الخير للعباد والبلاد واسلك به سبيل الرشاد وكلهم جميعا موفقا مسددا لكل خير وصلاح. О Аллах, исправь положение мусульман. Аллах, исправь положение мусульман. О Аллах, объедини их на истине и прямом пути. Сохрани их жизни, надели их жизнью в достатке. Даруй им безопасность в их странах, исправь их положение и разгроми их врагов. О Аллах, помоги слабым из числа мусульман везде. Аллах, помоги им в Палестине. О Аллах, помоги стоящим на страже Бейт-аль-Мақдис. О Аллах, объедини их на истине, о Господь миров. О Аллах, помоги своей религии, книге, сунне Твоего пророка и Твоим верующим рабам. О Аллах, расправься с врагами религии, и воистину, они ничего не могут Тебе сделать. Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучения в огне. О Аллах, прости грехи наши, покрой недостатки наши, облегчи наши дела и осуществи наши надежды, которые принесут Твое довольство. Господь наш, прости нам, нашим родителям, их родителям и их потомству, воистину, Ты слышишь мольбы. Господь наш, прими от нас, воистину Ты, слышащий, знающий, и прости нас, воистину Ты, прощающий, милосердный, и хвала Аллаху, Господу миров.